Дорогие друзья, в эфире программа «Мы вам покажем». Вот такая замечательная сумочка. И знаете, из чего она сплетена? Она сплетена из бумажной лозы. Это просто невероятно. Отделана она эко-кожей. Вот такой красивый, такая бумбурашечка, такая красивенькая. Вот здесь вот это все вот так вот собирается. Кладется сюда все необходимое вовнутрь, затягивается шнурочком, и, пожалуйста, и вот такая вот сумочка, замечательно. Сегодня мы поговорим с мастером, который изготавливает вот такие вот сумочки, и не только. Вот такие прекрасные изделия из бумажной лозы. Мастера зовут Татьяна Федорова, и мы у нее практически в гостях. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, всех приветствую с наступающим Новым годом. Татьяна, Да. скажите, пожалуйста, а вы можете нам показать, вот сплести примерно вот такую вот замечательную корзинку новогоднюю, которую можно украсить, допустим, елочку или новогодний стол? Да, конечно, я сейчас вам покажу, как это делается. Это, в принципе, доступно каждому. Из каких материалов? Да. Вот, и я как раз вам хочу показать, что основное, это вот наш рабочий инструмент, это спицы. С которыми мы работаем, спицы на 1 миллиметр, на 1,2, 1,5 и 2. Спицы? Нет, это вязальные спицы, которые вязальные, либо по интернету заказываем, потому что здесь, в принципе, их трудно купить, но все возможно. Сейчас у нас, слава богу, есть интернет, который можно заказать спицы. Да, купить. И изготавливается, вот, волшебство все это происходит вот из таких полосок бумаги. Вот. Вот, разной длины в зависимости от изделия. Ой. Чем крупнее изделие, и даже Обычная бумага. обычная газета. Она такая тоненькая. Она а как тоненькая, же получается, да. что Вот. изделия ваши достаточно прочные, Прочные, их да. даже можно намочить? Их можно намочить. Они не боятся дождя? Они не дождя, ни влаги не боятся. Их можно спокойно мыть под проточной теплой водой, не замачивая и абразивными никакими поверхностями. Конечно, не тереть, но даже если мы возьмем дерево, да, вот, лакированное, мы же тоже его абразивными не можем, потому что мы испортим изделие. Да, посудомоечную машину мы никак не поставим, конечно. не поставим такое изделие. Да, но оно, в принципе, они так особо не будут загрязняться, его достаточно просто протереть влажной тряпкой, либо промыть под проточной водой. Ну, а если загрязнилось немножечко с мылом, с хозяйственным, можно? Да, можно. Губкой. Или содой? Губкой можно. Губкой можно, да. И вот из этого мы все это делаем. Получается вот такие трубочки. Трубочки. Вот. Когда они находятся... Вот она лоза. Да, это сама лоза. Она достаточно твердая, да, вот как вы заметили, потому что она хранится именно в таком вкрашенном, пропитанном, обработанном лаке состоянии. То есть она мне сейчас в данный момент не нужна, поэтому она твердая. И можем ее хранить сколько угодно. Только в темном месте. Это на морозе где-нибудь, на балкон вынести можно? Можно. И даже я вам хочу сказать, что когда вот мы хотим работать, мы и эту лозу замачиваем ненадолго в теплой воде, секунд 10-15, даже вот так ее как окунаем. Теплая вода насколько должна быть теплой? Ну, 40, наверное, градусов. Нежелательно больше горячей, но такой теплой водой, да. У нас влажное полотенце, тряпочка, целлофан, скручиваем. И желательно, чтобы сутки она полежала, она отдохнула, она все в себя впитала кончиками наружу, потому что нам эти кончики сухие требуются для скрепления одна в одну. Сейчас я покажу все это, как это все делается. Да? И вот она получается. Посмотрите, насколько она получается эластичная, кожаная трубочка. Вот она уже гнется. Вот если вот эти, допустим, не гнутся, а вот это вот легко, вот так вот она очень, очень эластичная. Эластичная, прямо вот смотрите, она как кожаная. Вы можете вот ее свернуть и все, выровнять. И выпрямить. Да. Вот, это у нас такой материал. И все это, как повторяю, делается из обычного вот такого листочка бумаги. Так, как вы скручиваете? Как мы скручиваем? Хорошо, сейчас я вам покажу. Давайте. Каждая лозинка? Каждая лозинка, Ну, конечно. видимо, это очень много времени требует. Все с опытом и навыком, конечно, нарабатывается. Начиналось это все достаточно сложно. Вот мочим пальчики, ставим обычно, да? Вот, пожалуйста. Подкрутили.
Склеили. Сняли. Вот получилась вам бумажная лоза. Опять берем на толстый край. Я режу по косой, чтобы и шло на утоньшение. Мочим палец. Я сейчас показываю, конечно, медленно, да, так как дома-то я работаю, это все отработано и быстро. Здесь немножко снимаем. Получилась лоза. И в таком ручье, на любую спицу, в какой мы собираемся готовить изделие, либо изящная тонкая, как хлебница, либо как сундук. Это зависит от толщина спицы, которую мы будем брать, из которой мы будем изготавливать дальнейшую лозу. Так, сейчас нам пока это не понадобится, мы уберем. И сейчас я вам хочу показать, как можно изготовить достаточно легко и просто сувенир своим близким в подарок. Возьмем лозу. И начинаем этот четырехугольник оплетать. Даже можно, знаете, не четырехугольник сделать, наверное. Тут полет фантазии. Я обычно, когда начинаю делать изделия, да, я вот с задумкой определенной начинаю делать, но в процессе, так как я человек творческий, в процессе идут какие-то изменения. Где-то я добавила лозу, где-то убрала, где-то цвет поменяла. И все это дает свои результаты тем, что изделие, возможно, получится еще лучше, чем вы задумали. Вы уже на месте, да? Так, извините, я Слушайте, я вас прямо вот перед вами страшно извиняюсь. Да, нам камеру дали очень поздно, потому Сейчас что мы там приготовим. какие-то съемки, ну, как бы с правительства или что ли, там, короче говоря, и камеру туда забрали нашу. Поэтому мы приедем где-то И к 12. начинаем Вы нас, Бога ради, оплетать простите, наши пожалуйста. изделия. Ладно? Бога ради, ага. Вы сидите, ждите, вы никуда не убегайте, мы приедем. Обязательно приедем. Ага, ага. Сверху идет лоза, снизу повернули крестик наш. Ничего страшного, это потом все соберется. Первое начало, оно всегда более трудное. Опять сверху идет лоза, снизу повернули. Сверху, снизу Это вместе с этим 800. повернули. Да, конечно, конечно. Да. Это идет в подарок украшения. Вон где стоит. Сверху, снизу. И вот сейчас я покажу, сейчас оплету. Татьяна, еще мы сейчас немножко. плетем с вами небольшую Сейчас картинку. Да, небольшую корзинку. Сейчас оно начало всегда более такое трудное. Сейчас я покажу зрителям, что получится. Скажите, пожалуйста, а как вы научились вообще, ну, откуда пришла идея? Вы по профессии ведь повар. Да, я по профессии повар, да, я очень долго проработала в школьном питании, но что-то решила сменить, так скажем, Род род деятельности, хотя все равно опять к тому же пришла. Но сейчас я работаю на другом немножко предприятии, да, и все равно вот сейчас в наше время пандемии, я человек активный по жизни, и я не могу просто так, лежать, допустим, на диване, смотреть телевизор. Для меня это вообще неприемлемо, да. Мне нужно заниматься, особенно, чтобы заняты были мои руки. И все равно какое-то определенное время я провожу, естественно, в телефоне, в ютубах, как все сейчас многие, и наткнулась на такие прекрасные каналы о творчестве, как лозоплетение, именно плетение бумажной лозы. Но поскольку у нас деревянную лозу как-то с этим сложно, или все-таки вы не пробовали? Вы знаете, я даже не пробовала, да, сейчас даже выведены специальные для этого ивовые
прутья можно садить, такие как маяк, там еще это тоже я все рассматриваю, да, но может быть в будущем. Но сейчас для меня, по крайней мере, вот этот оптимальный вариант именно доступный. Доступный для всех. Почему его взяла, что все-таки это сезонно, надо заготавливать, да, лозу. А где вы берете материалы? Кто вам поставляет бумагу? Бумагу, да? Да. С бумагой здесь тоже, пообщавшись, допустим, в интернете, кто где что, на что гораст, я начала просто обзванивать наши типографии. Я в 2GIS, где-то номера телефона, потому что где-то я знаю, что там есть типография. Просто заезжала и спросила, у вас нет ли у вас на продаже там бумаги типографической? Да, оказалось, что после тиража газеты, да, остаются остатки бумаги, и они ее действительно продают. И я с удовольствием в феврале этого года первый раз я приобрела бумагу. То есть остатки? То есть Да, они остатки этой выпускают бумаги. что-то, Да, выпускают газеты. и им хорошо, и вам. Да, и замечательно. Мы вот с ними. Теперь, наверное, все типографии вас очень хорошо знают, любят и ждут. Я как бы одной пользуюсь, да, типографией. Но не суть дело в том, что они действительно, я им подарила тоже, опять же, корзинку сразу же, одну из первых своих. Вот они, теперь я звоню, это вы как бумажная, да, я им говорю, предприниматель. я бумажная лоза, можно? Да, конечно, можно. И с удовольствием мне продают. Ну, вас уже в городе многие знают, любят вашу продукцию. И наверняка очень много заказов поступает. Что больше всего любят люди заказывать вам? Ну вот это тоже опять тенденция сезонная. Допустим, как если летом, это, конечно, сумки. Это сумки, тем более сейчас это в моде, в тренде, вот это все такое домашнее плетеное, да. И вот мы так сейчас раз-два, все, мы начинаем, говорят, вот разводим стойки. Это нужно считать все, да? Да, потому что чтобы ровненько было, если 2, все, у нас все ровно, чтобы она ее не покосила. Ну, на мелкое изделие, если мы его за ним не так будет видно, а вот уже на крупных, конечно, да. Ну, вот. И сейчас вот был спрос на юбки под елку. Плетеные юбки под елку, да. И в основном мелкие, конечно, изделия. Ну, как бы такие крупные, как сундуки, короба, это делается плетется на заказ. Здесь я это именно предоставила, чтобы люди посмотрели, что это возможно, это все сделать. И даже наборы для ванны. И даже набор для ванны, да. Сейчас моя цель не то, чтобы сейчас вот это все продать, а для того, чтобы люди увидели, показать, опять же, себя, да, что и возможность дать людям научиться самим это все делать. Это же не самоцель мне, допустим, заработать. Мне достаточно, что я работаю, а это вот именно мое творчество. Это ваше хобби. Это мое хобби, это мое творчество, да, и Вы мое отдыхаете таким видение. образом? Да. А еще я знаю, что вы замечательная бабушка и очень любите делать уроки. Ой, это да, это прямо мое, я прям, что мы, когда уроки уже, когда у нас уроки у меня, да, внуки, сейчас, правда, внук пошел в 7 класс, да, один, и сказал, ну все, бабушка Харе, я уже самостоятельно, давай-ка я сам буду делать. Уже сложновато там, да, или как для вас программа эта? Нет, он просто меня теперь не пускает, он сказал, я взрослый. Понятно. А так вы все это контролировали, и если что-то непонятно, вы объясняете. Да, потому что не всегда понятно им было преподавание по телефону, да? Все новые. Да, по телефону. И я сама эти учебники все читала. У нас дедушка был задействован тем, что он по вечерам слушал нашу историю, литературу и все такое прочее, потому что я читаю вслух, чтобы все слышали. И вы можете сейчас с легкостью, наверное, с дедушкой сдать любой ЕГЭ. Я думаю, да. Я говорю, дедушка сейчас будешь экзамен по истории сдавать. Он хохочет. И вот такая еще ситуация с трубочками, да. Естественно, трубочки, их, если вот в таком виде, да, как у нас, увлажненные, их лучше хранить в холодильнике. Все-таки они влажные, и бумага, да, она может и заплеснеть, и испортиться, и все что угодно, да. И мы их храним в холодильнике. А покраска как? Да, Вот а вы также- же да. выкрашиваете, а потом покрываете еще лаком дополнительно, Да. Вот, допустим, если идет покраска у нас, да, я заказываю это бейцы для ткани, для окрашивания ткани. Либо я здесь покупаю в магазине морилки. Но если делаю, допустим, есть такой... Ой, пока, ага. Есть, вот, чтобы закрасить принт,
Я вам покажу потом, у меня есть лоза там. Это называется техника обшарпе, чтобы принта, если не хотят, чтобы видели газетные, хотя сейчас его модно, многие стараются говорить, да, даже говорят, что ну, не надо, не закрашивать, пускай будет газетный этот принт, да. Техника обшарпе, тогда я колерами пользуюсь различными, и эмаль, белая эмаль просто для радиаторов. Дополнение идет к покраске, чтобы трубочки не пожелтели, все-таки это бумага. А, Татьяна, а допустим, вот многие изделия ваши, например, вот как вот это вот, Да-да. это хлебница, она окрашена, ну я так вот смотрю, вот Это на первый эмаль. взгляд, это эмаль, да? Да. А ее можно, допустим, вот, ну хлеб, это все-таки Да, конечно. Да, потому что я пользуюсь только все на водной основе, соответственно, потому что я дома тоже пользуюсь этими предметами из быта. И делаю только на водной основе. И сделано по там швейцарской, я читаю лаки, что я делаю по швейцарской технологии, они там сделаны совершенно безопасны. Я все это читаю, всю аннотацию перед тем, как пользоваться каким-либо. Ну, то есть Любым вопрос клеем нужно или очень что-то. хорошенько Да, изучить. конечно, да, конечно, конечно. А курсы, где вы оканчивали? Специально или вы все по Нет, YouTube-урокам всё-таки, каким-то? Да, и вот тоже такой вопрос, что да, конечно, курсы можно купить. Ну, это очень дорого, и я от этого сразу мысли отказалась. То есть, хотя я могу себе позволить, но я решила, что я не буду отдавать 19 тысяч за то, чтобы научили меня вот эту полочку сделать. Я нашла бесплатный и сделала. Это моя вот первая полка, которую я сделала, и я сама считаю, что вообще то, что я делаю, мне нравится. А на полочке это вот деревяшечка, это, видимо, это уже дедушка. Да, но это не дедушка, это я заказываю специально у плотников. Мгм. Вот видите, у нас тут специально кончики, может, заметили, да, что они у нас наружу сухие, поэтому у нас наращивание идет легко, входит. То есть влажная вот эта вот если будут палочка они- только, ну, как бы только сама для внутри. плетения, да. Остальное вы видите, мы вот эту сухую мы срезаем скрутку, она нам не нужна. И кончик вот этот, который мы вставляем. Вот, и... Ага, извините. Сейчас, секунду. Да, Юра, ага. Нет. Ага, и вот кончик сухой мы. Так, мы что начали? Вот про краски. Ну, есть и про деньги, так говорится. Я не советую сразу покупать курсы платные. Не советую. Все То есть это, нужно всё сначала это попробовать доступно. найти. Да, все есть доступное. Сейчас со временем, да, конечно, я вступила в очень много сообщества плетельщиц, которых есть, да. Там платится, ну, 150 рублей, там как бы взнос. 150 рублей, там, и раз в месяц, может, 100-150 рублей, мы там общаемся и делимся своими какими-то... Наработками, какими-то секретами. Ну, да, новинками, что мы сделали друг другу, на что я знаю, что человек может сказать, что действительно... Хотя, в принципе, да, то, что я делаю, мне нравится. Это Что? очень Ага. удивительно, очень красиво, очень Смотрите. практично. И главное, это Сейчас мы- недорого, так ведь? Конечно, конечно. Тут самое главное, самое дорогое здесь – это труд ваш, который вы вкладываете, энергию и труд. Мы сейчас будем поднимать стоечки, да, чтобы То есть у нас основа корзинки уже готова. Да, но мы небольшой уже пытаемся сделать. Мы сделаем обычную простую технику, чтобы... То есть пока техник начать. очень много разных, Техник да? очень много. Сейчас мы делаем, вот, который называется, это веревочка из двух. Веревочка из Из двух. двух трубочек, да. Вот. И мы... Это для начинающего. Самый лучший вариант – это с круглого дна начинать. Вот как мы сейчас сделали круглое донышко. И начинаем подъем стоек. В идеале, когда делается вообще вещь, да, вот, допустим, вы сделали дно, выставили стоечки, и чтобы они подсохли маленько, особенно это для новичка, чтобы они держали форму свою. Ну, а все-таки вот вы делаете лозу, например, по вечерам всем семейством, да, видимо, дедушка помогает, или только вы? Нет, это дедушка только меня в строительный магазин возит. И я теперь как ребенок радуюсь, что я купила такой прекрасный лак. Знаете, кому что, да. Я прям вот в строительный захожу, я и это хочу, оказывается, и это. Ой, а тут такой чудо, какой-то определенный там резак или...
А вот, кстати, по морилка или инструментам. что-то еще. Вот у вас такой резачок, да, есть еще что нужно иметь Да, для... ну вот это я вот своего. начала работать с маникюрными ножницами. С маникюрными ножницами, потому как... такое шило. Да, шило. Ага. Потому как не было здесь, это мне... И вот еще, как он называется, тесак? Это все секаторы. А, это секатор. секаторы для лозы. У нас здесь я могла купить только такие огромные, но они не подошли. Секатор и обычный суперклей. Обычный суперклей, да. Ну, я еще потом, я вообще добавляю сюда момент столяр. Сюда обычный клей, да. Вот. То есть вот по вашей практике это самый лучший клей, да? Да, ну, вообще момент столяр, да. Это им все пользуются. А так как он идет в больших бутылках, мне приходится переливать его. И этим тоже можно, который в магазине продается, просто хорошо его перемешивать. Потом, ага, инструменты, да, но инструменты только все через интернет заказывают. Здесь такие вы не купите. А вообще вот удивительная вещь, вот здесь у вас вот кукла как-то... Шкатулка, да. А, это шкатулочка, да? Это, Это для ребенка, да, это, шкатулка? ну, вообще, да, это для девочки. Для девочки шкатулочка. Допустим, мы тоже куклу взяли. Да, ну, не только куклу, да что угодно можно взять и оплести. Не Ну, это то обязательно есть как, такую, как да. бы, как... Да. Это, видимо, вы у своей внучки. Да. Я начала с того, что я начала делать внучки. Вот первая моя синенькая работа. Это я самая первая, только начинала ее делать, да. Вот. А потом вот решила еще сделать две. И самое, у меня-то нет такого, что ой, вот как другие, ой, не продала, зачем тебе надо, там, допустим, ты не сделала, не продала. А вот еще удивительная Я такая с удовольствием вещица. могу подарить. Вот это вот, это Это, допустим, подсвечник? это что угодно может быть. Вы можете поставить сюда баночку, и это может быть сахарницей, это может быть конфетницей. Это вот просто ставите баночку, Вот и такая может вот быть штука. подсвечником. Да. Она прям вот это универсальная вещь. Это вообще проще простого. Берете баночку, по ней оплетаете, форма получается ровненькая. Все это. А вот в Всем эти это дни делаем. наши якутяне, они вообще интересуются, Да, подходят? конечно, это вообще даже вот и подходят именно те, кто в Ютубе этим уже заинтересовался, да. Им интересно, Им интересно как вы это это увидеть делаете. вживую. Потому что все-таки и YouTube есть, а когда это пощупаешь и потрогаешь и хочется, очень много... И когда задашь массу вопросов, Да. И, по а где, а производству. что, а как, да. Я с удовольствием отвечаю. Я вот прямо не то, что там, вот секрет не скажу, нет. Я прям рада вот рассказать, где это все, что можно приобрести, а где заказать. остатки бумаги, они насколько дороги? Если купить, имеете в виду в типографии, 50 рублей килограмм стоит бумаги. И вы покупаете килограммами или Да, тоннами по 10, уже? Нет, по 10, по 15 килограмм, по 20. Ну, у меня еще есть возможность, мне приносят Соседи? газеты. Ага. Мне, то, что газеты мне То есть предлагают. почитали и приносят? Да. Или вам все-таки надо как-то новенькие, чтобы Ну, были? для, вот, допустим, вот газетки. сундук, да, сплести его, можно из газеты сплести, там она широкая, она прям уже длинная, эта полоса, видите, да, потому что из 30-сантиметровых неудобно. А если вот использованная бумага, допустим, А3? Я пробовала, для меня тяжело крутить трубочки. Ну, то есть бумага очень плотная достаточно, Очень плотно, да. Вот Нужно, эта чтобы снегурочка. 42 было, где-то 45 плотность на 1 грамм. То есть, чтобы бумага была такая потоньше. Да. Даже Не из совсем тонкая, но- Почему? Из пекарской бумаги делают, представляете? Да, я не даже из пробовала, пекарской не бумаги. скажу, но делают. То есть это то, в чем мы запекаем? Да. Ну, Да, при выпечке используем. да, вот стелите. Все, сейчас мы последний рядок сделаем и сделаем уже. Очень красиво, правда? Чудесно. Все мы. И это, представляете, это бумажная лоза. Это из бумаги. Хотели бы заниматься? Да, поэтому Оказывается, очень просто. И как техника это называется? Вот сейчас мы делаем веревочка из двух. Веревочка из Да, двух. это самое простое, с чего Начинают новички. весь плетельщик. Да, ситец и веревочка из двух. Вот раз веревочка, два, Да, то есть мы два лозинка. Да, И перекручиваем получается... вот эту вот лозу между. Вот мы закончили, да? Так, все это срежется потом, когда обклеится, да?
Да, она, наверное, будет ведь вся суть в том, что вот эти вот палочки, они должны быть такие вот тоненькие, и потом, когда их намочить, они становятся такими, ну, мягенькими такими вот. А замачивают, Татьяна замачивает, как вы сказали, просто в воде горячей, Просто в воде. а потом вот в тряпочку. Да. И эта тряпочка, она впитывает лишнюю влагу, да? Да, и все. В целлофан, и вот так вот хранится. Ну, то есть это перед работой уже, подготовка к работе. Да. Здесь же все это потом убирается. Вот, кончики. Всё. И Да, вот просто такая кончики, красота да, получилась. Вот не то, чтобы я торопилась, конечно, да. Мгм. Хотелось бы все это вам показать, как все остальное, все, что Сам не нужно. принцип. Да, сам принцип. Вот всё такая ненужное, чудесная оно- милота получилась. Ой, как здорово, Татьяна. Вы мастерица, вы настоящая мастерица. Здорово, правда? Нравится? Это же просто невероятно. Вот не прошло и получаса, и вот готово вот такое вот изделие, которое можно Да, просто вот На можно ёлочку. взять, смотрите, поставить на стол, украсить. положили елочную игрушечку сюда, положили сюда веточку, и, пожалуйста, вам праздник. Да, вот и, пожалуйста, новогодний декор для стола. Замечательно. Татьяна, огромное вам спасибо за то, что вы показали нам такой замечательный мастер-класс. И, может быть, кто-то из наших телезрительниц или телезрителей вдохновится идеей использования в своем творчестве бумажной лозы. Оказывается, это не трудно и совсем просто. Это была программа «Мы вам покажем». Оставайтесь с нами.